В этой стране каждый год меняется президент. Здесь граждане решают принимать тот или иной закон. А зарплата депутатов парламента сравнима со средней зарплатой по стране. Всем привет, меня зовут Богдан Орлов, вы смотрите мой блог «На настоящем времени». В этом выпуске мы разберемся, как же устроена политическая система Швейцарии. Каждые 4 года швейцарцы избирают депутатов парламента, которые, в свою очередь, избирают правительство, состоящее из 7 человек. Интересно, что эти 7 представляют сразу 4 основные партии, рассказывает Клоя Янс, политолог, с которой я встретился в Берне. 4 самые большие партии Швейцарии представлены в правительстве, то есть в Федеральном совете, еще со времен Второй мировой войны. А теперь внимание! Функцию президента по очереди исполняют члены правительства. Срок швейцарского президентства длится 1 календарный год с 1 января по 31 декабря. Федеральный совет, состоящий из 7 полностью равноправных людей, является главой государства в традиционном смысле. Президент – это церемониальная роль на 1 год, которая делает его первым среди равных. Он не получает каких-то особенных дополнительных прав. Встречи с лидерами других государств на одном уровне – эту роль выполняет президент. Теперь давайте о том, что могут граждане в Швейцарии и что такое прямая демократия. В Швейцарии люди имеют возможность голосовать не только за политиков, но также мы можем голосовать по очень разным вопросам. Вы можете применить инструменты прямой демократии и заблокировать любое решение, принятое правительством и парламентом. Технически прямая демократия работает так. Вы можете сказать: «Я недоволен» или «недовольна тем, как сформулирован этот закон». Собирайте 50 тысяч подписей и обязывайте власти провести дополнительный референдум, На котором швейцарцы большинством голосов решают, будут они жить с этим законом или же нет. Помимо референдума можно выдвинуть и свою инициативу законопроекта или изменения в закон. Голосования в Швейцарии проходят 4 раза в год. Прямая демократия лежит в основе того, как построено наше общество. Это важный момент идентификации для наших людей. Это то, что держит всех нас вместе. Благодаря инструментам прямой демократии у властей нет другого выхода, кроме как слушать мнение максимального количества людей. Прийти к компромиссу не всегда просто. Например, в 2017 году швейцарцы отклонили проект пенсионной реформы. Отклонение законопроекта на референдуме означает, что Федеральный совет должен начать все сначала и предложить новый закон, надеясь, что он будет больше соответствовать нуждам и желаниям людей. Идем дальше. Парламент в Швейцарии официально полупрофессиональный, то есть подавляющее большинство народных избранников совмещают депутатскую деятельность с какой-то другой работой. Идея в том, что если депутат связан с частным сектором и жизнью простых людей, это может быть поводом для своего рода гордости. Конечно, надо быть осторожным и не сильно это идеализировать. Политическая работа занимает много времени. И последние годы число профессиональных депутатов растет. Депутатские зарплаты в Швейцарии лишь на 20% превышают среднюю зарплату по стране. Такие данные приводила швейцарская национальная телерадиокомпания в 2016 году. Но если учесть всевозможные надбавки на поездки, помощников и другие рабочие расходы, то выходит больше, говорит Клоя. В среднем депутат парламента зарабатывает, я думаю, около 150 тысяч франков в год. Это, грубо говоря, такая же сумма в американских долларах. Получается, что в месяц 12 тысяч франков. Средняя зарплата в Швейцарии – 6,5 тысяч франков в месяц. Швейцарской политической системой не только восхищаются, есть и критика.
Европейский совет постоянно нас отчитывает за то, что в Швейцарии нет закона о прозрачности финансирования политических партий. Углубляться в нюансы швейцарских реалий можно очень долго. Я же рассказал вам о самом важном с моей точки зрения. Смотрите блог Богдана Орлова на настоящем времени. Будем и дальше вместе изучать интересный опыт разных стран. Увидимся. Пока.